вся информация по экологическому просвещению. И это имело результат. За 7 лет проведено более 2000 мероприятий, огромное количество конкурсов, огромное количество сетевых акций. И мне приятно, особенно приятно, что с первого же дня существования Центра экологического просвещения ФИЛ с нами об руку наши друзья. Центр по особо охраняемым природным территориям Республики Коми. Я очень этому рада. Наше вот такое совместное творчество, оно находит большой отклик и в душах, и в сердцах наших читателей. И даже вот по опросу ежегодно библиотека проводит опросы читателей, что им нравится больше всего. И Центр экологического просвещения ФИЛ всегда лидер в этих опросах. Я желаю нам сегодня всем интересной работы. Мы уже видим, что нас впереди ждет интересная, увлекательная экскурсия в необычный мир природы Республики Коми, которую нам представит Татьяна Юрьевна. Я хочу, чтобы не только вы услышали о нашем опыте работы с читателями, но и мы с удовольствием услышим о вашем опыте и многое возьмем для себя в деятельность в Маршаковке. Я желаю всем хорошей, плодотворной работы. И хотела бы пригласить заведующего отделом экологического просвещения Центра по особо охраняемым природным территориям Татьяну Юрьевну Ветизеву, которая сегодня нам как раз представит. Добрый день всем. Очень рада всех видеть. Сегодня весенний день, сегодня у нас начало нового сезона. Кто-то делает рассаду, а кто-то работает с ребятами. И по экологическому просвещению мы с нашей замечательной Маршаковкой подписали соглашение уже очень давно. И рады, что у нас есть такой замечательный клуб, где ребята могут узнать ответ на любой вопрос, потому что без экологии сегодня нету современного человека, это однозначно. Ну и сразу, вот, чтобы как-то мы с вами познакомились, с кем-то я уже работала, и тем не менее, еще раз. Центр по ОПТ особо охраняемые природные территории. У нас их в Республике Коми более 240. Обычно мы знаем, от силы, хорошо, если бы 4 вспомнили федерального значения, да, то есть это Юга-2, естественно, национальный парк, это заповедник Печорно-Лычский. Но кроме этого у нас образовался новый национальный парк Кайгородский. И визит центра этого национального парка буквально в 2 кварталах от вас. Можно сходить с детьми, посмотреть. Наталье это очень советую. Можно будет с детьми прям сделать небольшую экскурсию, встретиться. И очень интересно, там интерактив покруче даже нашего, потому что все-таки федералы, естественно, другое финансирование, естественно, другой уровень. Ну и есть еще один заказник федерального значения, это Параскины озера. Когда-то это был памятник природы, а потом уже федерального значения. То есть это документы, это обследование, это мониторинг, это работа с краснокнижными растениями и животными. То есть достаточно большая работа была проведена, и в рамках национального проекта «Экология» был создан к столетию Республики Коми. Ну так получилось. То есть совпало. Это не было специально сделано, или наоборот. Все, что сделано, оно не случайно. Но я очень много сказала. Это Центр по ОПТ. Чем занимается наш отдел? Центр по ОПТ, являясь подведомственным учреждением Министерства природных ресурсов, вы подведали Минкульту. У нас нету детей, по сути, да, то есть мы не подведаем Министерство образования. Здесь у нас есть сложности, и поэтому мы стараемся постучаться в двери во все учреждения, во все организации образовательные, которые могли бы нас пустить напрямую или через Министерство образования и науки Республики Коми, или это будут какие-то соглашения, которые мы подписываем прямо с управлением образования районов муниципальных и так далее. Но основные направления деятельности именно нашего центра, именно по направлению экологического просвещения, они совпадают с государственной политикой. Это содействие в развитии экологического туризма. Еще раз, смотрите, содействие в развитии. То есть мы конкретно экологическим туризмом не занимаемся. Но, как покажут следующие слайды, мы работаем все-таки именно на территории наших ОПТ и стараемся развивать экологический туризм на своем примере. Следующий слайд. Так,
Следующее направление – это работа по экологическим, опять я перескочила, ладно, по экологическим акциям. Не надо, Соня, пусть так. Значит, ну, такие акции, как «Зеленая весна», «Зеленая Россия», они у нас идут в нашей республике с 2014 года. И с первого года образования, практически уже в этом году будет десятилетие, мы работаем всегда в этом направлении. Это республиканского уровня акция, то есть мы на всю республику проводим. Это всегда документация, это всегда связь с Москвой, потому что они нам спускают сверху эти задачи. Это федеральные акции. Ну, скажем, наша республиканская акция, наверное, тоже все знают, это речная лента в 2005 году. Она появилась по инициативе Комитета спасения Печоры. И сначала определяла совсем небольшой участок этой реки. Население присоединилось к этой акции для того, чтобы убрать определенный участок загрязнения берегов этой реки. И по итогу этой акции в 2005 году сделали небольшой плакат. Он был синего цвета, на нем отображались просто фотографии, рисунки детей до и после. И вот по этому плакату, он был достаточно длинный, где-то около 5, чуть больше метров, и назвали эту акцию «Речная лента». И в 2010 году, то есть практически через 4 года, Министерство природных ресурсов подхватили эту акцию, сделали ее республиканской, то есть это ушло уже за пределы муниципалитета Печоры, и теперь проводится ежегодно. Эта акция у нас интересна тем, что мы с проектом, то есть это когда сделали полный анализ по этой акции, количество людей, количество собранного мусора, очищенных берегов всех наших водоемов, которые участвовали, количество партнеров, которые были приглашены, количество сопутствующих мероприятий, вплоть до того, что у нас здесь был клуб подводного плавания дайвинга, они все время с нами работали здесь на Сысоле, и от холодильника до телевизора вылавливали сомна наши Сысола и Вычельды. Мы заняли 1 место по России с проектом, вот чтобы понимать, да, то есть мы сделали это мероприятие, большую акцию, за, по-моему, 15 лет мы сделали полностью анализ, выложили ее в год «Экология», год ОВТ в 2017 году, заняли 1 место с этой акцией. У нас есть очень красивая грамота, но тем не менее место нам не достигнуто. Работаем. Теперь эта акция перешла полностью под эгиду Министерства природных ресурсов, то есть это не в нашем центре, мы работаем только по реке и по городской акции, которая проводится. Чаще всего мы стараемся, раз у нас центр ОПТ, выезжать на нашу охраняемую природную территорию. Вот таким вот образом. Но тем не менее работа проводится. Следующее направление, направление, это различные проекты, которые вот точно так же, как речная лента. То есть мы начали с одного урока, вернее, с тренинга. Тренинг был проведен в 2017 году. Нас попросили организовать на базе стадиона имени Раисы Сметаниной мероприятие. Причем сказали, что люди будут все взрослые, студенты и старше, 20 человек. И вот у нас ребята поехали и провели новую для нас форму, это тренинг. И нам очень понравилось, потому что тренинг это все-таки не урок, это не лекция, это не даже семинар или круглый стол. Это живое действие 2 сторон. Человек, который является вроде бы знатоком по экологии, и тех людей, которые или около экологии, или достаточно погружены в этот предмет. Экология именно как предмет со всеми областями, от воздуха и воды до нашей обычной жизни и здорового образа жизни. На все наши мероприятия, кстати говоря, мы приглашаем всегда врача-педиатра, врача-диетолога, которая как раз говорит о том, что здоровый образ жизни без здорового питания, а значит здоровых продуктов. И опять же вопросы экологичности этих продуктов, оно никуда не девается. Да? То есть мы с вами, почему мы должны понимать, что мы покупаем в магазине, или что мы покупаем домой, в каком качестве ковер будет, это будет в чистом виде синтетика или нет, это все наше здоровье, и опять же это экология. Да? То есть еще Менделеев говорил, Шарков простирает
химия руки свои, дела человеческие. Но, тем не менее, мы понимаем, Ломоносов, извините, я что-то оговорилась. Но, тем не менее, вот если мы с вами здесь сейчас объединемся вокруг себя, мы не найдем ни одного предмета, который бы не был создан без влияния химии. Кто найдет, может поднять руку, я дам сегодня подарок. У меня есть. Кто найдет? Итак, ладно. Дальше. Итак, наши проекты. Проекты включают в себя все. От тренингов до количества человека охвата. Так как у нас есть свои машины, мы можем выехать в любой район. Все, что мы не можем, к сожалению, мы не можем вывести туда детей, потому что, вы понимаете, автобусы должны быть специально оборудованы. Кроме этого, у нас есть различные методические материалы, которые мы также разрабатываем. И эти методические материалы у нас охватывают все целевые группы, то есть все возрастные группы, все целевые группы будет население. Гражданин пришел с улицы просто посмотреть, что у вас за фотовыставка, и восхитился нашей работой, нашими красотами нашей республики. Или это будут конкретно дети, дошкольники, можете себе представить. Да? Для этого у нас введен персонаж, не знаю, насколько это видно, персонаж Мусталина Антропогеновна Свалкина, которая с детьми то разбирает мусор, вот, который мы можем дома разобрать по различным контейнерам, например, макулатура, пластик и так далее. Вот сегодня мы принесли, как-то не подумали, у нас есть еще огромный такой музей полезный мусор. Ребята выезжают в школы, вот у нас в 24-й школе проводилось, по-моему, чуть ли не 2 праздника «Эко-двор», они нас очень любят. В этом году в марте мы идем к ним на семинар. Тоже будет проводиться уже мероприятие, семинар, мы будем обучать эко-волонтеров. Это различные игры. Часть игр мы сегодня принесли почему-то. А мы с матушкой? Мы с матушкой. Ну, ничего. С матушкой природы, да, вот если что, наверное, все знают, это различные открытки, ну и настольные игры. Настольные игры у нас самые разные есть. Такой же, примерно, чуть поменьше формат у нас игра есть «Чудеса заповедной природы». Но, к сожалению, сразу говорю, что у нас очень маленькое финансирование, но целевое, первое, то есть оно конкретно на методическую разработку. И второе, оно очень маленькое, даже цифру не называть. Вот. Значит, и естественно, что поэтому по такому, не знаю, финансированию можно только идею придумать. А все остальное, да. Скажем, нашей природы тоже расскажу, каким образом. А так как мы все-таки эко-ПО, то все наши разработки и наши выезды, они все бесплатные. Все разработки мы распространяем бесплатно. Одно условие, мы проводим семинар обучающий. Каким образом вот этой игрой, этим ОМК можно пользоваться. Нужно пользоваться, и какие от вас мы просим потом обратную связь все-таки. Да? Потому что так как мы финансирования нету, и мы стараемся работать по грантам, то гранты это всегда те отзывы и та востребованность, которую часто нам не хватает. Получили игру, обрадовались, играют, но нам потом не говорят, сколько детей получило знаний, сколько провели мероприятий и так далее. Вот это нам очень важно именно потому, что мы потом подаемся на гранты для того, чтобы что-то еще разработать. Итак, вот, например, у нас был такой проект «Помни территории чистоты». Название мы придумали сами, оно отражает название сайта, которое мы впервые также создали вместе со СЛИ. Я уже сказала, что у нас всегда очень много партнеров. СЛИ являются, как они называются на сайте, сайтом работают разработчики. Не только разработчики, но саму платформу поддерживают, потому что тогда, когда мы ее создавали, у нас был здесь такой проект, может быть, тоже слышали, хотя бы краем уха, «Чистое производство». Совместный проект российско-норвежский, шведский, финский, ну, то есть вот такие вот были у нас возможности и партнеры, естественно, там хоть небольшая денежка не была, и мы создали такой сайт. Этот сайт отражает все, от методических материалов до предприятий, которые собирают вторсырье и так далее. Но сам этот сайт нужно поддерживать, да, платить какую-то денежку. Частично у нас платили Норвегии, потом они ушли с нашего рынка.
И теперь вот именно СМИ сами работают по этому направлению и все-таки поддерживают этот наш сайт. И этот проект, он у нас разросся. Кроме тренингов, кроме обычных выездов, кроме акций, которые мы проводили под этой эгидой, мы сделали в прошлом году впервые провели праздник, семейный экофестиваль «Экодом Республика Коми». Он у нас прошел 1 июня на базе очень красивого в центре ботсада за бывший КГПИ. Вы знаете, что ботанический сад СГУ включает в себя 2 площадки. Первая это там где-то где радиобиология, может знаете, да, через объездную. А второй здесь у нас прямо в центре города с очень красивыми коваными воротами. Мы иногда проходим мимо, даже не видим, что у нас там в глуби за КГПИ есть замечательный ботанический сад. Он посажен недавно, деревья там не очень большие, но сами площадки очень красивые. У нас было почти, ну тут 1200 гостей, но это мы как посчитали, примерно 2000 человек, 8 муниципалитетов, мы также один муниципалитет где-то забыли посчитать, 15 экологических площадок. Экодом был построен в виде именно дома. Это была эко-кухня, эко-гостиная, эко-детская. У нас, как я уже сказала, даже врач был, она приходила и измеряла также совершенно бесплатно для детей, делала определенные меры, советы и так далее. То есть у нас была даже так называемая аптечка, у нас были физкультурники, у нас был так называемый спортзал детский и так далее. То есть очень интересно был проведен семейный экофестиваль, посвященный Дню защиты детей, естественно, Дню экологов, экологии, это 5 июня. Приглашаем в этом году на 12 июня, пока площадка Мичуринский парк, также будет год семьи, семейный экофестиваль. Ложится у нас прямо замечательно на это мероприятие, на этот год семьи. И лучше, если вы регистрируетесь семейно. Ну, то есть мама, папа, дети, бабушка, дедушка, дети, внуки и так далее. В любом формате можно семью, да, образовать из просто группы единомышленников. Регистрируемся, бегаем. У нас примерно также будет 15 площадок с загадками, с заданиями, с обучающими мероприятиями, достаточно быстро и активно, с очень хорошими призами. Сразу говорю, приглашаю, следите за новостями на сайте нашего центра по УПТ и ВКонтакте. Вся информация есть. Следующее. Итак, следующий проект, мы его начали также в этом году. Уже несколько мероприятий было проведено. Ну вот все красивые циферки мы выписали. 300 лет Российской академии наук, 80 лет нашему Коми-научному центру. Мы написали письмо Светлане Владимировне Дегтевой, и она согласилась. Мы провели первое мероприятие. Называется оно не просто «Малая академия», как у них вообще-то действует эта Малая академия во всех институтах. Может быть, кто-то в детстве ходил. Я, например, была там. Но меня именно поразила как раз вот эта разница в оборудовании. И почему я об этом знаю, а наши дети нет. Да? Вот давайте вот попробуем. Представьте себе вот такой огромный кабинет. Причем он обшит в 5 слоев. В подвале специальным стенкой такой, мягкой, чтобы не проникал никакой звук с улицы. А вы знаете, что Коми-научный центр, основные здания стоят на Коммунистической улице, это трасса, это 4 полосы, понятно, что там очень шумно. Почему? Потому что в этом подвале находится электронный микроскоп. Все вот это вот помещение занято одним электронным микроскопом. Ну что-то был, кто-то видел когда-то, я видела в детстве. То есть когда нас завели, мы посмотрели, это такая большая труба, ну в детстве что-то я там как-то понимала. Я понимала, что как нам объясняли, что туда вставляется в серединку обычный фотоаппарат со специальной пленкой, которая будет фотографировать то, что там увидит что-то. Делаются специальные тончайшие срезы. Для этого, например, ткань нужно заморозить, чтобы скол был красивый, да? Или он был объемный, потому что скол, мы понимаем, замороженное, оно может как-то ядро, вакуоле, они могут быть объемными. Сейчас электронный микроскоп – это совершенно другое оборудование. Это монитор, это специальное небольшое приспособление,
И на этом мониторе мы уже видим все то, что есть в маленьком электронном микроскопе. И вот эта вот разница в оборудовании. Оборудование замечательное. Наши все ученые очень ученые. И поэтому вот для того, чтобы понимать, как они работают, какое детям выбрать направление в своей профессии в дальнейшей жизни, мы решили сделать такой, он немножко профориентационный, он немножко обучающий, он немножко интересный и популяризирующий нашу науку. Он даст ребятам возможность почувствовать себя и учеными, то есть с той стороны встать, и поработать в лабораториях, и поучаствовать в конференциях в качестве членов жюри и так далее. Но итогом станет у нас, я потом скажу, какая штучка, в принципе, могу даже показать, у нас будет вот такой вот экологический экобук. Будет ли он заповедный экобук или это будет арктический экобук. Но это будет новое методическое пособие, авторами которых станут дети. Чуть попозже я буду о нем говорить, не буду сейчас останавливаться. Итак, запущен. Если хотите, присоединяйтесь точно так же. Особенность этого проекта в том, что здесь не надо записаться с детьми и ходить, как это сказать, до упора, пока он не упадет, да? Вот ходить с детьми уже вам не интересно, не нужно. Вот я хочу быть биологом, мне вот ваша математика не нужна. Или наоборот, да? Поэтому, если вы захотите и пришли один раз, и вас устроило вполне это занятие, больше вы не хотите ходить, вы можете и не ходить. То есть это все очень... Ну, то есть мы набираем детей с разных школ, с разных лицеев. Есть постоянная группа, постоянное ядро, а есть детки, которые приходят, пришли, посмотрели, пришли через 5 занятий к нам. И так, следующее, если можно. И следующее это то, что они смогут поучаствовать в различных конкурсах, потому что у нас с этими детьми еще запланированы выезды на наши особо охраняемые природные территории. Итак, с 1 марта, с сегодняшнего дня у нас запущен конкурс. Этот конкурс у нас в данном случае здесь республиканский написано, потому что мы говорим о том, что он у нас 10 лет шел в прошлом году. В этом году 11-й год этого конкурса. Мы его запускаем как межрегиональный конкурс. То есть подписан приказ, положение. Сегодня информация будет на ВКонтакте и на сайте нашего центра. Это не просто более 700 участников. Это те люди, которые, являясь непрофессионалами в фотосъемке, могут участвовать в нашем конкурсе. Начинался, ну, я даже вот вам сказать не могу. Денег нет, вы держитесь. Начинался он с того, что они просто присылали сами свои фотографии. Участники, представьте, как это тяжело. Я хочу поучаствовать, но я сначала вкладываюсь. И не факт, что я еще выиграю какой-то приз в этом конкурсе. Мы работали с Национальным музеем отдел природы. Нам очень и очень сильно они помогали и в дизайне, и в оформлении выставок. Но вы понимаете, фотография на бумажке – это одно. Сейчас мы работаем таким образом, что у нас фотографии на пенокартоне. У нас уже созданы специальные мольберты, очень мобильные, очень красивые. Работаем мы таким образом, что уже у нас наши выставки проходят. Посмотрите, где это Государственный совет Республики Коми. В прошлом году мы договорились и вышли на Национальную галерею, и нас туда пустили практически на 3 недели. Мы бесплатно оформили очень красивую выставку. Мы провели при открытии этой выставки мастер-класс. Это было просто чудо. Тоже для нас первый раз, потому что нас слишком мало. Мы, тем не менее, волонтеров привлекли. Было очень здорово, очень красиво. Это было осенью. Что мы только не делали. Если что, фотографии и видео у нас есть. Мы можем потом поделиться. И все группы, которые посещали нашу выставку, они тоже приходили бесплатно. Я считаю, что это тоже такая заслуга, потому что мы знаем, что это все-таки учреждение, которое, пусть по пушкинской по карте, но все-таки берут денежку, да, за посещение. Так что это был такой огромный плюс и нам. Еще кроме этого, мы сам проект «Сезон охоты» запустили еще, когда у нас Лукойл Коми был в Республике Коми, у нас
автономном округе. Они выиграли, сколько-то там, где-то 490 тысяч создали. И вот такие интересные, не знаю, насколько это хорошо видно, складные планшеты, они магнитные. Там магнитные фотографии, это тоненькие на магнитных пленочках. Это были буклеты, это были открытки. Это была детская игра «Следы животных», очень красивая, в натуральную величину. Я сама увидела, что след медведя, ну это вот что-то примерно вот такое вот, да. Это вот сам медведь и лось, которые собирались, они были сборно-разборные. Это были, ну здесь ее нету, красивая центральная фотовыставка. И мы к вам сюда приходили с этим проектом. Это было достаточно давно, 2000, по-моему, так, ковид у нас начался в 2020 году, и в 2019 году мы выиграли этот грант, мы создали все. И буквально в марте, когда все закрылось, мы смогли выехать и доехали до 2 муниципалитетов. Но самое интересное то, что в этой выставке были QR-коды, да, вот у нас они есть. Каким-то чудом мы сделали на каждую фотографию QR-код. То есть каждая фотография сопровождалась определенным текстом. Это были звуки природы, это была текстовочка, где была сделана фотография. И когда мы выезжали в районы, мы смогли ее показать и проехать практически все 13 муниципалитетов, которые были заявлены, именно потому что они были с QR-кодами, потому что в год ковидный народ мог пройти таким образом, чтобы вот не большим количеством людей, в общем, я не знаю, как-то мы каким-то чудом смогли это все сделать. Вот. Очень здорово, и надеюсь, что в этом году мы тоже подадимся, потому что у нас есть на этот, у нас есть вебинар? Да, есть. Да, следующий. Да. Этот конкурс, он у нас вылился еще в один проект, который, ну, я считаю, что тоже является развитием. Ну, что такое конкурс фотографии? Все фотолюбители, которые могли, они уже поучаствовали, не один раз. Это я вам точно скажу. Поэтому что мы решили? Мы решили, раз вы такие умельцы, раз у нас скоро выборы, и нам дали совершенно бесплатно Дом дружбы народов, то мы проведем мастер-класс. Они проводятся также бесплатно. Сегодня будет мастер-класс в 3 часа. Ну, наверное, фамилию такую тоже слышали. Марк Исаакович Никул любезно согласился провести бесплатно совершенно мастер-класс. Можете прийти, Дом дружбы народов, 2-й этаж, в 3 часа. Ну, если Марина Юрьевна отпустит, да, пораньше. Или сами подойдете. Итак, выставка сезон охоты на ОПТ по итогам конкурса фотографий. Находим спонсоров, очень хорошие призы, подарки, сразу говорю. То есть мы немножко шагнули дальше. Дальше. В прошлом году мы смогли сделать с нашей художественной школой из города Микунь вот такие выезды. У нас есть экологическая тропа, мы по ней прошли, мы деткам все показали, они впечатлились нашей природой и потом рисовали. Эти рисунки также были выставлены вот здесь, вот в Госсовете. Сделали мы достаточно красивую выставку для детей. То есть дети, которые занимаются в обычной районной школе, сразу же выехали на такое большое мероприятие. Ну и даже получили призы, о чем с самого начала не договаривались. Еще раз скажу, так как Госсовет – это режимное учреждение, мы не можем туда водить людей просто на выставку. Естественно, что мы выставку перенесли в Национальную галерею. Она у нас почти 3 недели там была. И самое интересное, что мы еще получили за сам проект «Сезон фотоохоты на ОПТ», получили благодарственное письмо от нашего сенатора. В этом году мы этот конкурс, как я уже сказала, сделали межрегиональным. Мы стали работать с нашими фотолюбителями, которые профессионально, в принципе, да, могут нам рассказать, где мы делаем ошибки, или наоборот, какие фотографии у нас очень удачные, именно из рук таких уже любителей, профессионалов, я бы уже назвала их. Приходим, ну, 16-го у нас выборы, поэтому до 16-го только у нас есть возможность
Потом мы с этими фотолюбителями или фотопрофессионалами, уже не знаю, как назвать, мы выезжаем на природу. Здесь те активисты, которые с нами уже достаточно давно работают, ну, я имею в виду прямо с января, они поедут с нами на нашу экологическую тропу. Наверное, следующий кадр, да? Вот. Значит, заказник белый. Это та тропа, которая самая красивая, самая длинная, самая посещаемая, потому что мы, наверное, слово «чернам», да, наверное, слышали все. Но вот как ни странно, лесничество чернамское, а заказник белый. Белый, потому что лишайник белый, сосны светлые, и вот это вот пространство белое, красивое. Ну и, конечно же, самое главное, цари грибов, белые боровики, они там встречаются очень часто. Наша тропа полностью обустроена только с помощью наших сотрудников, то есть все, ну, наверное, кроме некоторых вот этих вот выигранных каких-то грантов, где-то там 15 тысяч, где-то чуть побольше, это муравьи, это грибы, это качели у нас ребята делали тоже сами. Ну, то есть очень красивая тропа, очень много детей туда вывозили, 60 километров от города, проводятся экскурсии все бесплатно, от вас только ваш транспорт. Понятно, да? То есть если вы захотите в августе, ну или у нас иногда с июня грибы уже идут, вот выходы. Захотите поехать на экотропу, плюс собрать грибы, обращайтесь, мы работаем совершенно бесплатно. Стараемся, только единственное, что это не совсем были, ну, воскресенье хотя бы. В субботу мы еще выезжаем. В воскресенье как-то пожалейте нас. Еще один, как я уже сказала, заказник федерального значения, это Параськины озера. Вы знаете, наверное, историю про Параську, да? Прасковью Ивановну, которая жила очень, Михайлова Прасковья, которая жила очень долго под Ухтой. Очень интересная история этого человека, я уже не буду сейчас рассказывать, мне интересно как раз то, что ОПТ, которое было обычным местом отдыха ухтинцев почти всех, потому что также очень красивые горы, очень красивые озера, замечательный цвет тут не передает совершенно. Это какой-то изумрудно-жемчужный отблеск этих озер. Они интересны как раз тем, что они включают в себя определенные минералы и водоросли, занесенные в Красную книгу. И, конечно же, вот такая натоптанность, вот даже отсюда видно, посмотрите, что с дорогами, да, это антропогенное воздействие, оно вызывает все-таки какое-то нужно как-то сделать маршруты. Поэтому сделали определенную тропу. Она включает в себя 3 кольцевых тропы, есть подвесной мост, вообще красота. Единственное, что только нам от Сыктывкара ехать очень много. Да? То есть туда там примерно 2 километра, то есть вы 2 километра прошли, ехать обратно, ну шашлыки, ну как-то там посидеть. Лучше ехать и делать комплексную какую-то экскурсию, например, уехать в Ухту, переночевать, потом уже Параськины озера. Ну то есть вот каким-то образом подумайте, как, потому что место очень красивое, просто чудо-чудо. Вот. В принципе, мы также можем провести экскурсию, потому что всю экотропу, весь материал методический, все, что на планшетах, все, что там находится, это все наши разработки нашего центра. Мы писали все сами лично наши идеи. Комплексный заказник уже не совсем рядышком, мы с вами ходим туда по выходным. Это лыжная трасса, прогулочная на стадионе Раисы Сметаниной. Она примерно 1 километр. Наверное, видели, что там есть какие-то фигуры. Да, материал писали мы, да, с аншлагами помогали мы, но, к сожалению, все остальные вот эти вот объекты, которые там есть, они были сделаны достаточно давно, требуют уже реставрации, денег нет. Работали у нас это управление образованием. Там есть такая замечательная Алена Александровна Катаева, которая продвигает экологию и так далее. Но обучение методикам наблюдения за живой природой, понятно, что мы работаем и с детьми, и со взрослыми, в основном со школьными лесничествами. Ну, еще один проект «Речной дозор», об этом Софья расскажет чуть
больше. И те материалы, которые вот мы работаем с детьми самым разным образом. Ну, участие молодежи. Понятно, что здесь у нас молодежь, как я уже сказала, самая разная может быть. Работали мы также по проекту, общий проект был с Академией юных талантов, который находится на базе гимназии имени Спиридонова. Ну, в общем, вот ребята нам делали видеосъемку 3D, такой большой фильм, к сожалению, он не доработан до конца, поэтому он не озвучен, нет тех загадок и всяких пословиц, все, что мы хотели туда вложить, поэтому вот ждем, опять же, да, каких-то новых данных. Ну, сейчас у нас есть квадрокоптер, мы снимаем фильмы, и все следующее. Вот. И такие Коми Парма. И я уже сегодня Марине Юрьевне рассказала, немножко чуть-чуть тоже скажу. Также просто сняли карту со стены. Эта карта висела очень долго и пылилась. Я так на нее прям смотрела и думала, ну зачем она? Они даже указкой хоть раз бы тыкнули в нее от нашего руководства. И я попросила нашего министра Романа Викторовича, который был на тот момент министром, просила, можно ли нам ее взять. Да, можно. И наша идея была сделать мобильной. Она чуть-чуть облегчена, да, она складывается, но, к сожалению, полностью мобильно она не получилась. Потому что наша идея сделать ее, ну, не просто, да, если можно, спасибо. Сделать ее еще и такой вот, все, можно, да, включать там? Ага. И вот. Такой интересной, красивой для детей, с различными, да, я, наверное, чуть попозже потом, хорошо? С различными заданиями, с различным интерактивом, которые вот у нас все в планшетах, это видеофильмы, это песни и так далее, всякие стихи, загадки. Это все немножко, да, но да, вот эти вот деньги, это 100 тысяч, это проект, это инициатива нашего Министерства национальной политики Республики Коми. Но, тем не менее, вывезли мы один раз в Кайгородский, дорога, вы представляете, какая там, и обратно вернули ее уже, она была практически без вот этих вот, без этой красоты. То есть все это пришлось восстанавливать, поэтому мы решили все-таки сделать ее как-то и ставить достаточно надолго, да, стационарно, и с ребятами играть в игры самые разные могут быть, я потом чуть попозже скажу. Ничего, если она будет гореть, да? Пусть радует нас. Итак, 100 тысяч рублей, 10 муниципалитетов, так-то больше, потому что к нам ребята приезжали, и 600 человек. Мы уже отчитались, как нам нужно было в Миннацполитике, не стали больше писать. Но у нас было намного больше детей. Еще раз скажу, к сожалению, она вот такой выездной, с ножками, которые здесь она стоит сейчас на столах, а ножки очень хлипкие, их 8 штук, то есть им достаточно сложно ее перевозить, к сожалению. Но будем стараться, сделаем что-то интереснее. Следующий слайд. Еще одна новая игра. Ну, я цифру не называла, но все-таки скажу. Это 22 400 рублей. Это та годовая сумма, которая нам дается на разработку методического пособия. Чтобы вы чуть-чуть понимали, я думаю, вы это знаете. Для того, чтобы создать макет, только создать макет, это 100 тысяч рублей, которые с нас требуют. Ну, мы же сами, у нас нет программы, у нас нет возможности, времени для того, чтобы создать макет в электронном виде. Макет, даже просто стационарный, просто макет, это 100, а так и выше, наверное, уже 120 тысяч рублей как минимум. У нас 20 лет, всего на 1 день. Но, тем не менее, у нас есть очень замечательные партнеры, это дизайнеры, которые работают с нами. И, ну вот, например, на наши 22 тысячи никаких красивых вот так вот лазером выжженных животных символов Республики Коми не было. Просто нас пожалели, говорит, ну вот когда мы вот так вот сделали, но очень пустая игра у вас получилась, ну давайте мы вам вот тут вот еще красиво что-то сделаем. Игра называется «Чудеса заповедной природы». Она рассчитана на детей самого разного возраста, она трехслойная. То есть мы уже, исходя из того, что у нас есть, например, очень часто нам дают, пишем много писем, и нам дают какую-то, например, фамилию бесплатно, да, что-то еще, для того, чтобы
мы могли сделать какое-то интересное оборудование. Вот здесь фанера была бесплатная, достаточно тоненькая. Значит, на первом слое у нас идут муниципалитеты, их гербы. Мы рассматриваем такой вопрос, например, надо определить, на каких гербах нету природного объекта. Почти на всех из 17 гербах есть природный объект. Это растение, животное, ну или насекомое. Вот. И только на 3 их нету. И то есть вот ребятам уже интересно, уже понимают, уже знают, уже изучают историю. Дальше у нас следующие слои, которые здесь разноцветные, показаны. Вот 1, 2, 3, 4, внизу еще 5 слой. Это уже лесорастительные зоны, то есть для более старшего уровня детей, для того, чтобы понимать, где у нас южная тайга. Почему у нас образован национальный парк Кайгородский? Почему? Потому что там есть наша северная граница южной тайги. Больше южной тайги у нас нигде нету. Вот в чем особенность этого национального парка. Ну и так далее. Следующее это вот такие вот интересные дырочки, в которые вставляются пазлы. На пазлах нарисованы животное, растение, но здесь они вот 3D объем, а это примерно вот такой вот формат. То есть те животные, растения, которые занесены в Красную книгу. По каждому из этих объектов есть список загадок, если это маленькие детки, более сложных вопросов работы с Красной книгой Республики Коми, если это старшеклассники. Понятно, да? И здесь идет полный такой, ну скажем, бой, потому что нужно не только бросить кубик и кого-то обогнать, но еще и сохранить биоразнообразие. Или наоборот, если ты не знаешь ответ на вопрос, то ты его теряешь. То есть здесь вот как бы такой, в общем-то, достаточно сложная игра. Ну и в этом году мы уже задумали морскую боекофлот. Ну, рисуночек не совсем тот, который у нас будет, но опять же фанерка рулит, она у нас будет, но я надеюсь, что будет очень красиво и интересно, но самое главное, что оно будет большое, можно будет перевозить, это будут опять ножки, это будет раскладная штучка, и это опять же будут очень интересные вопросы, которые будут включать в том числе и вопросы по климатическим изменениям. Вопросов много, там их 4 большие группы. Следующий. Речной дозор. Ну, мы не только работаем, Центр по ОПТ, государственные бюджетные учреждения. Для того, чтобы участвовать в грантах, в том числе президентских, нужно организовать общественную организацию. Общественная организация у нас в ФОМе отделения Российского экологического общества, в ФОМе РЭО. И один из проектов, который реализуется конкретно этим ФОМе отделением, это у нас речной дозор. Не знаю, я могу дать Софье время, но я думаю, что давайте, я уже очень много говорю, давайте так. Это у нас, просто назову цифры, 15 постов в различных образовательных организациях. Началось все с одного рюкзачка, который привезла наша директор Татьяна Николаевна Плата, привезла с Москвы. Рюкзак нам дали бесплатно, единственный. После этого мы их стали покупать. То есть мы находили спонсоров, в данном случае у нас есть вот Транснефть Север, которые нам дают возможность на то, чтобы мы эти вот посты, а мы вторые во всей России, кто поддержал этот проект. И на первом месте, где у нас количество постов очень большое, водных объектов у нас много, с помощью этих химических реактивов, которые находятся в рюкзачке, потом был чемоданчик, вот он речной дозор, ребята могут на очень хорошем профессиональном уровне определять, делать мониторинг воды, определять химический состав, ну и так далее. Ребята у нас занимаются с 3-м классом, то есть это не обязательно химики, биологи, которые вот определились внутри. У нас, вот, например, Зеленецкая школа, это 3-й класс. Мы работаем с Транснефтью напрямую, потому что то Малько выпустят вместе с ними, то какие-то работы проводятся вместе с ними, хотя где у нас Зеленец, где Транснефть, так, да. Вот, это, я имею в виду, они в Бухте находятся. Выиграли грант президентский в 2022 году. Софья Владимировна у нас всех детей собрала из Архангельской области, у нас еще один пост есть в Архангельской области. Так и называется город Мизень, на реке Мизень, город Мизень. В общем, замечательно все. Полностью бесплатно. Детки жили 3 дня на базе Финно-Угорского парка. Это были семинары обучающие, это были конференции, когда они могли рассказать о своих проектах. Это у нас с Москвы приезжали
кураторы этого проекта. И плюс у нас были представители нашей власти Республики Коми, которые поддержали наш проект. То есть замечательно, все хорошо. Первое у нас учреждение, это вот, не знаю, справа наверху, это наше лицей при СГУ. То есть любой вопрос, который можно задать по мониторингу воды, можно задать Софье Владимировне, потому что ребята ей дают весь полностью отчет за каждую неделю. Ну, в общем, вот, вода у нас чистая в реках в основном. Ну, следующий. Итак, ну, естественно, одни мы не смогли бы все это поднять. Это все-таки у нас уровень республики, поэтому мы стараемся подписать соглашение о сотрудничестве, выходить на разные площадки. Огромное спасибо сегодня и Марине Юрьевне, да, и клубу «Филин», и вообще всем, кто сегодня пришел и присоединился к нашей работе, потому что без вас, без тех учителей на местах в образовательных организациях, работников культуры в музеях и библиотеках, мы не смогли бы поднять эту работу. И на самом деле это так и есть, потому что у нас с вами в 2016 году в декабре была подписана концепция экологического образования и просвещения населения Республики Коми до 2025 года, то есть нам уже в конце этого года нужно создать рабочую группу для создания новой концепции, да, она уже немножко все-таки устарела. Но одним из главных акторов этой концепции, это, конечно, были учреждения культуры Республики Коми. Так что огромный поклон вам и спасибо. Ну и те цифры, которые просто, ну, наверное, какую-то гордость за нашу республику, за нашу общую работу должны вселять. Это 2020 год, год ковидный. Мы занимаем второе место во всероссийском субботнике «Зеленая Россия», который проходит всегда в сентябре. В 2021 году заняли первое место также во всероссийском субботнике «Зеленая весна». То есть можете себе представить, огромная территория, небольшое количество населения, надо отдать должное, да, все-таки, что мы не очень небольшой регион по количеству людей. Но тем не менее, когда идет пересчет, все-таки мы занимаем такие хорошие, замечательные места. Ну и по проект Коми территории чистоты, первое место. Так, Софья, мне, пожалуйста, помоги. О, нет, вспомни. Коми территории чистоты мы заняли Вернадский. Да? То есть, я не знаю, если честно, как только они объявили свой конкурс «Экологическое просвещение», я подавала каждый год. Один проект, второй, я не знаю, 10-й, вот каждый год. У меня просто опустились руки и сказали, все, мы больше не подаемся. Нет, сказали директоры, ничего не знаю, подаем. И в этот год мы выиграли вот этот наш проект «Коми территории чистоты». То есть, на самом деле, на уровне России, учитывая, что там все-таки свои спонсоры, понятно какие, да, но это очень сложно было выиграть. Итак, речная лента, «Зеленая Россия», «Зеленая весна». Марш парков в нашей республике, марш парков проходит не просто где-то в апреле одна неделя. Марш парков для нас это огромная акция, которая также подписывается трехсторонний большой план, приказ Министерства культуры Республики, Министерства образования и Минприроды Республики Коми. И почти все ваши мероприятия, они потом стекаются к нам, мы их подсчитываем. Это самая массовая акция в нашей республике. Более 60 тысяч человек участвуют в этой акции. Делимся опытом. Мы начали активно выезжать в прошлом году, я имею в виду именно наш отдел. Это Москва, форум «Экология». Нужно сказать, что на этом форуме единственный регион, который был представлен, Республика Коми. Все остальное это предприятие. То есть для того, чтобы купить кусочек территории, кусочек воздуха, как я называю, были заплачены достаточно крупные деньги. Даже не буду говорить как, но кто, я скажу, это наш региональный оператор Севера, который занимается вывозом отходов, ну, не знаете, да?
Дальше форум сообщества в Вологде, это в октябре. Очный интенсив эко-наставники в город Пермь, Софья Владимировна действовала. Форум «Экосистема Москва» ВДНХ в декабре 2023 года. Экосистема, также у нас наш молодой сотрудник выиграл эту поездку, выехал. И эта поездка была совершенно бесплатной именно потому, что он выиграл этот конкурс по участию. Ну и в этом году Софья Владимировна уже успела съездить на ВДНХ и представляла республику в Коми, но, правда, от Министерства образования была площадка. Вот. Тоже рассказывала, показывала. Я думаю, что это все у нас, да. Следующий слайд, это, наверное, наши все контактные данные. Ну и теперь, если есть вопросы, я готова ответить, потому что я, например, не сказала про скетчбук, я не рассказала про наши открыточки, которые мы делаем, точно так же весь наш материал. Я не рассказала про скетчбук как вообще уникальный продукт, потому что этот продукт, который был впервые сделан еще вместе с норвежцами, то есть разрабатываем его полностью, идея была наша, они дали деньги. Это 100% переработанная макулатура и 100% переработанная бумага. Сейчас, к сожалению, нам это поставки с Австрии, и мы, конечно, это уже, наверное, и не получим, или очень дорого. Многоразовость. Именно вот мы учим здесь детей именно тому, что нужно использовать вторичную часть материала. Да? И материалы, которые здесь даны, они все построены на данных Республики Коми. Это природа Республики Коми. Вот нужно закрасить скетчбук, это как раз та возможность, что можно что-то покрасить. Да? Вот у нас тут река, тут, наверное, очередь, да? У нас несколько выпусков было, гора Монорага, все есть, какими цветами. Дальше. Что касается раздельного накопления отходов. Естественно, без QR-кодов куда же мы, да, у нас есть QR-коды для того, чтобы перейти на какую-то дополнительную информацию. Все нужно посмотреть, все у нас здесь зашифровано. Ну, наверное, одна из самых интересных страничек – это страничка, когда нужно посадить собственное растение, здесь семена и схема, как вырастить бархатцы наших огородов. Итак, может быть, кто-то придумал все-таки, какое здесь есть изделие, созданное не с помощью химии. Этот скетчбук как раз сегодня является тем подарком, который можно получить за правильный ответ. И вопросы? А купить можно? Нет, мы все отдаем бесплатно. Еще раз, все это бесплатно. В данном случае скетчбуки у нас идут для подарков детям на различные мероприятия. Заявка, вы пишете заявку, что вам нужно столько-то на такое-то мероприятие. На сегодняшний день у нас совсем не осталось. В первую очередь, конечно, мы ссылаем в районы, у нас там есть свои отделы охраны окружающей среды при Минприроды. И запросы, конечно, в первую очередь их. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Кибордина Анастасия Леонидовна. Да, как уже сказали, я библиотекарь Центральной городской детской библиотеки города Сыктывкар. И сегодня в рамках круглого стола я бы хотела представить свое сообщение «Эко-формула детской библиотеки». Да. Наша библиотека уже много лет активно работает в сфере экологического просвещения. Библиотекари проводят различные мероприятия по экологическому образованию среди детей и подростков и сотрудничают с экологическими организациями города и республики. И для того, чтобы и дальше успешно развивать эколого-просветительскую деятельность, на базе нашей библиотеки была разработана экологическая программа «Живая планета». И тема, которую мы сегодня заявили, да, она, я уже называла, называется «Эко-формула детской библиотеки». И составляющими нашей формулы станут 4 слагаемых, да, 4 направления, которые взаимодополняют друг друга. Ну, я вот их перечислю, они у нас на слайде есть. Это создание пространства экологического информирования. Следующее направление – реализация программы экологического просвещения, сотрудничество с экологическими организациями и участие в экологических акциях. Ну и что же, нужно рассмотреть каждое слагаемое по отдельности. Да? Первое слагаемое, о котором пойдет речь, называется пространство экологического информирования. Да? Что же это такое? Сформировано это пространство в нашей библиотеке совсем недавно, да, вот в текущем 2024 году.
Здесь у нас размещена актуальная литература по экологии, да, об экологии, о природных территориях, о раздельном сборе отходов, а также о природе родного края и, конечно, о природе всего мира. Литература разделена для удобства читателей по категориям. Ну, вот, есть эти разделители у нас, да, там мир растений, мир животных, насекомые, любопытный раздел птицы и динозавры, да, дети часто спрашивают, почему мы их объединили. Вот, природа вокруг тебя. Ну и, конечно же, периодические издания тоже представлены в этом пространстве. Это, конечно, детские журналы о природе. Все издания, размещенные здесь, относятся к научно-популярной литературе. Да? Художественная литература у нас в других разделах. В будущем мы также планируем выпускать библиографические списки и памятки на экологическую тематику, да, которые тоже будут размещены в этом пространстве. На этой площадке также экспонируются книжные выставки, приуроченные к экологическим датам. И, к слову, чтобы проследить за экологическими датами, да, в этом пространстве у нас размещен экологический календарь. Символом пространства экологического информирования стал обучающий интерактивный глобус. Он дает максимальный объем знаний о географическом строении планеты, особенностях рельефа, климата, животного и растительного мира. Помимо этого, он не только помогает детям приобрести какие-то знания, да, но также и проверить их. В библиотеке у нас также есть интерактивная песочница, да, вот как раз у меня изображена есть фотография. Эту песочницу мы также активно используем, когда проводим мероприятия с дошкольниками. Ну, вот, по экологической тематике там есть несколько программ, в том числе про вулканы. Ну, с вулканами есть программа «Моря, океаны» и сезоны, да, времена года. В пространстве экологического просвещения также размещается актуальная информация о проводимых в библиотеке экологических акциях. Большим плюсом создания данного пространства для библиотечного обслуживания стало упрощение поиска познавательной литературы о природе и экологии. Так, следующее слагаемое – это реализация программы экологического просвещения. Экологическая программа «Живая планета», составленная на текущий 2024 год, включает в себя цикл мероприятий, развивающих интерес у детей к природе, воспитывающих стремление беречь и охранять окружающий мир, и особое внимание в ней уделяется темам рационального пользования, вторичной переработки сырья, сортировки мусора и энергосбережению. Программа экологического просвещения составлена с учетом экологических дат, а также актуальности той или иной темы. К примеру, с начала года уже были проведены мероприятия, да, «Пусть всегда поют нам птицы», да, мероприятие, которое было приурочено ко дню рождения писателя Евгения Носова, 15 января, да, ну, как бы, присутствующие, наверное, знают, что эта дата, она связана с... Это дата День зимующих птиц в России, да, защита зимующих птиц. Вот. Также были другие мероприятия, да? Это экогид по республике Коми, мусорная революция, экологическая игра и водное животное, морской калейдоскоп. Для того, чтобы детям было интересно, мы стараемся включать в мероприятия элементы игры, а также творческие задания и мастер-классы. Большинство мероприятий проходят офлайн, то есть непосредственно в библиотеке, но также мы проводим и онлайн мероприятия. Они проходят у нас в группе ВКонтакте. Там мы размещаем различные онлайн-опросы по экологии, викторины, кроссворды и игры. Вот здесь тоже на слайде представлена такая игра. Детям выпадает какой-то объект, и детям нужно решить, из какого он материала и к какому роду переработки его отнести. Да? То есть игра на сортировку. Вот, и следующее слагаемое, это третье слагаемое, эко-формула. Мы назвали его «Сотрудничество с экологическими организациями». Партнерство с экоорганизациями, включая экологическое, полезно для библиотеки в долгосрочной перспективе. И большим плюсом являются совместно организованные мероприятия, направленные на повышение уровня экологической осведомленности среди детей. Библиотека сотрудничает с Республиканским центром экологического образования, с представительством, которое находится в Сыктывкаре у Кайгородского национального парка, с приютом «Кошки за окошком», с организацией «Экология. Новая жизнь». А также вот в этом году, тоже в январе, мы присоединились к акции «Крышки добра», и наша библиотека стала еще одной точкой на карте города, да, которая принимает
крышечки для переработки. Так. Ну и совместные мероприятия с экологическими организациями, с экопартнерами бывают разных форм. Конечно же, это и выставки, да, вот сегодня уже тоже показывали такие вот красивые картины, да, которые предлагают центры экологические. Вот. Также у нас проходят образовательные мероприятия, экологические акции, благотворительные акции, выставки, квесты, квизы. В общем, очень большое разнообразие форм для мероприятий. Ну и перейдем к четвертому слагаемому, да, участие в экологических акциях, о котором я сказала немножко ранее. Да, множество экологических акций реализуется в партнерстве. Это еще одна причина, по которой важно выстраивать долгосрочные партнерские отношения с экологическими организациями. В рамках партнерских акций уже в этом году, да, в 2024 у нас состоялись такие акции, как акция «Добрая зима» в партнерстве с Национальным парком Кайгородский. Также присоединились к акции «Крышки добра» и акция «Кошкам в помощь», да, которая проходит в том числе и сегодня, потому что сегодня тоже экологическая дата, да, сегодня День кошек в России. Вот. Ну, в библиотеке также проходят экологические акции, которые приурочены к экологическим датам. Так, например, к Новому году прошла акция «Елочка, живи», ко Дню Земли акция «Земля нам чистую планету», ко Дню энергосбережения «Вместе ярче». Ну, она у нас, конечно, не республиканского масштаба была, то есть без партнерства с как организация называется. Да, мы ее проводили в рамках библиотеки. Вот. Проведение экологических акций мы считаем социально значимым, так как они открывают глаза на многие экологические проблемы подрастающему поколению, и говорить о них очень важно. Да? Важно менять установки безграничного потребления, а также очень важно воспитывать поколение, которое будет осознанно подходить к энергосбережению, к защите природы, а также к разделению и переработке отходов. Важно еще раз отметить, что все слагаемые формулы, которые я сегодня представила, являются взаимодополняемыми и, возможно, будут разработаны новые экологические направления, так как библиотека – это живой организм, да, организм, который меняется, стремится к совершенствованию и улучшению своей деятельности. На этом я закончу свое сообщение. А можно вопрос? Да. Я вот чисто, как человек просто со стороны, не совсем понимаю, но вы своей прямой работой занимаетесь выдачей книжек, нет? Или у вас прям конкретно? Да, То занимаюсь. есть вы еще параллельно вот таким? Да, еще несколько направлений. Ну, мы то еще есть все так? Да, много направлений, да. То есть экология – это одно из направлений, которые… Ну, в основном, конечно, занимаюсь я, но также и другие специалисты нашей библиотеки, они время от времени проводят мероприятия, которые в рамках нашей программы, да, «Живая планета» тоже проходят. Как часто у вас проходят занятия? По программе у нас мероприятия запланированы 2 раза в месяц, именно по экологической тематике. Но бывает, что и чаще проходят. Вот. Ну, как бы это вот то, что есть по плану, и бывает, что чаще. Еще, наверное, хотела добавить то, что в работе с детьми важно говорить, наверное, о тех составляющих экологии, которые они могут изменить в своей жизни. Национальная детская библиотека Республики Ивановска имени Самуила Яковлевича. Почему? Потому что, конечно, важно говорить с детьми о разделении мусора, да, и так далее, но в бытовом плане не всегда семья, например, да, в которой живет ребенок, она готова к этому. Да. И получается, что ребенок придет, например, с какого-то мероприятия и скажет: ой, мама, давай там будем пластик сюда, я буду это сюда, а если его родители не поддержат, как он это будет как бы осуществлять, да? И когда я работаю… Да. Потому что бывает, что дети-то, в принципе, не против. А когда я работаю именно с младшими школьниками, да, которые уже могут что-то как-то повлиять на природу, могут как-то повлиять на свой выбор, да, осознанный, я больше делаю упор на то, что разговариваю с ними о потреблении. В частности, о том, которое касается их. Да, вот, например, дети же, они любят, что для них важно, это большое количество игрушек, да. То есть мы говорим: а нужны ли вам столько игрушек? А нужны ли вам вот эти вот скрипыши, которых выдают без конца там в магнитных пятерочках, да, которые, по сути, и сама упаковка не практически, она как бы, ее никуда не сдать на переработку, она смешанных, из смешанных материалов. Плюс сам этот скрипыш, вот ты его потрогал в руках, у тебя в момент сюрприза случился, ты его увидел, и он больше тебе уже
как бы не нужен, да, получается. Вот. Поэтому важно говорить о тех вещах, которые близки детям. Мы говорим также о шариках, да, нужны ли они вам на праздники. Они порадуют вас какое-то время, но потом они будут разлагаться много-много лет. Возможно, это еще простой сюжет, потому что они будут просто разлагаться. Возможно, еще сюжет такой, что этот шарик куда-то улетит, зацепится за него какая-то птица. Да, и, как бы, в такие вот моменты мы стараемся с ними обговаривать именно то, что близко детям. Спасибо. Я из 6-го филиала, меня зовут Ульяна Сергеевна. Я бы тоже хотела сказать один момент, я не запланировала выступление, но хочу немножко вклиниться в тему коллеги. В прошлом году у нас тоже была реализована программа экологической направленности. Да можно я не буду говорить? Потому что 2 слова буквально. Экологической направленности, и помимо также проведения мастер-классов, творческих заданий, каких-то игр, у нас еще была экспериментальная деятельность. То есть водные занятия, почва, вода, воздух, мы проводили именно эксперименты, то есть с почвой сажали, там смотрели, каким образом на свалках загрязняющие вещества попадают в воду, то есть мы прям проводили это все, они наблюдали, таким образом, чтобы они могли наглядно посмотреть по поводу опасных отходов, там, класс опасности, 5 классов опасности, если не ошибаюсь, я уже забыла, с учебы сама на экологу училась, и каким образом это все воздействует на экосистемы и так далее. И когда вот это есть, экспериментирование, это тоже очень интересно, детям очень нравится. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, я, конечно, тоже масштаб работы в области экологии, экологического просвещения наших детей, конечно, да, он просто настолько сейчас огромен и масштабен, и красив, и нагляден, что просто нет слов. Огромное спасибо всем, да, кто занимается экологическим просвещением наших детей. И поскольку мы с вами в библиотеке находимся, я библиотекарь, как бы я расскажу вам о книгах, которые также направлены на привитие любви к природе и на начальное экологическое просвещение, образование тоже наших читателей, наших детей. И, конечно, да, кто постарше здесь находится, то в курсе, что мы выросли на книгах авторов, которые писали о природе, о животных. Мы эти книги очень любили. Тогда не было такого огромного количества энциклопедий, как сейчас. И поэтому мы читали книги художественные. И один из самых любимых писателей, например, моего детства, это Виталий Валентинович Бианки. Вот. И сейчас книг очень много, но тем не менее мы продолжаем работать с книгами писателей, которые писали и пишут о природе. И вот поскольку в 11 февраля этого года исполнилось 130 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки, то вот в рамках юбилея этого и в рамках сегодняшнего семинара расскажу вам о мероприятии, которое называется «Сказки, не сказки». Занятие по произведению Виталия Бианки. И вот если мы даже с вами возьмем книги Виталия Бианки, просто вот посмотрим их, да, вот я не буду как бы так расставлять их, посмотрим. Вот везде написано, да, сказки о животных, любую возьми, сказки малышам Виталия Бианки. Да, и задаем ребятам вопрос. Вот да, как вы думаете, вот все-таки это сказки или это не сказки? Конечно, мы спрашиваем, да, что сказка – это самый древний вид художественной литературы, это полностью вымышленная история, которая предназначена исключительно для развлечения. Главная особенность сказки в том, чтобы рассказчик и слушатели заранее знают, что все описанные в них события неправда. Эти сказки отличаются, значит, от жанров, как бы вот именно поэтому, да. Затем мы объясняем ребятам, что основные признаки сказки, это вот, вы видите, да, вот это вот. И один из признаков это то, что животные разговаривают и думают, да. И вот тут мы с вами могу зачитать фрагмент, если кто-то помнит, кто-то не помнит, сказка «Первая охота». Вот, зачитаю немножко, потому что не все помнят содержание сказки. Не буду полностью, простите, просто, отрывки. Надоело щенку гонять кур по двору. Пойду-ка, думает, на охоту за дикими зверями и птицами. Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу. Увидели его дикие звери, птицы и насекомые. И думают каждый про себя. Рыбь думает, я его обману. Удод думает, я его удивлю. Вертишейка думает, я его напугаю. Ящерка думает, я от него вывернусь. Гусеницы, бабочки, кузнечики думают, мы от него спрячемся. А я его прогоню, думает жук-бомбардир. Мы все за себя постоять умеем, каждый по-своему. Думают они про себя. И вот щенок бежит к озеру и видит, стоит у камыша рыбь. Сейчас я ее поймаю, думает щенок, и готовился прыгнуть ей на спину.
А вы глянула на него и шагнула в камыш. Ветер по озеру бежит, камыш колышет, камыш качается взад-вперед, взад-вперед. У щенка перед глазами желтые коричневые полосы качаются взад-вперед. А рыб стоит, вытянулась тонкая-тонкая и качается. Щенок глаза выпучил, смотрел, не видно рыбы в камыше. Ну, обманула меня рыб, не прыгать же мне в пустой камыш, пойду другую птицу поймаю. Побежал на приборах, смотрит, сидит на земле удод, хохлом играет, то развернет, то сложит. Вот я на него с пригорка прыгну. А удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, клюв вверх поднял. Смотрит щенок, нет птицы. Лежит на земле пестрый лоскут, торчит из него кривая игла. Удивился щенок, куда ж удод-то девался? Неужели я тут пеструю тряпку за него принял? Пойду поскорее маленькую птичку поймаю. И вот он прибежал к дереву, вертишейка, кинулся к ней, а вертишейка лег в дупло. Ага, попалась. Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло, а там черная змея извивается и страшно шипит. Отшатнулся щенок, шерсть дыбом поднял и наутек. А вертишейка, да, крутит в дупле и как змея. Напугал, еле ноги унес, думает щенок. Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, на солнышке грелась. Тихонько к ней подкрался щенок, прыг, ухватил за хвост. А ящерка извернулась, хвост в зубах оставила, а сама под камень. Хвост в зубах у щенка извивается. Фыркнул щенок, бросил хвост за ней. Да куда там, ящерка давно под камнем хвост новый отращивает. Ну уж если ящерка от меня вывернулась, пойду насекомых наловлю. Посмотрел кругом, по земле жуки бегают, в траве кузнечики прыгают, по веткам гусеницы ползают, а в воздухе бабочки летают. Бросился их ловить. И вдруг стало кругом, как на загадочной картинке. Все тут, а никого не видно. Спрятались все. Зеленые кузнечики в зеленой траве притаились. Гусеницы на веточках вытянулись и замерли, от сучков не отличишь. Бабочки сели на деревья, крылья сложили, не разберешь, где кора, где листья, где бабочки. Один крошечный жук-бомбардир идет себе, никуда не прячется. Догнал его щенок, хотел схватить, а жук-бомбардир остановился, да как пальнет в него летучей едкой струйкой, прямо в нос попал. Взвизгнул щенок, хвост поджал, повернулся, да через луг в подворотню. Забился в конуру и нос высунуть боится. А звери, птицы и насекомые все опять за свои дела принялись. Ну вот как думаете, да, мы спрашиваем малышей 1-2 класс, сказка здесь или не сказка? Все признаки сказки, да, соблюдены? Волшебство было? Было. Животные разговаривают, думают? Да, да. Все получается, так сказка это или не сказка? Вот. Ну, как бы, да, вот тут мы начинаем с ребятами рассуждать, потому что кто-то, класс обычно делится, ну или группа, одни считают сказка, другие не сказки. А давайте с вами тогда проведем, вот, ну или исследование, или работу, как хотите назовите это, да, какую-то работу и узнаем, что же все-таки в этой сказке вымышлено, а что не вымышлено. И в итоге мы делим группу нашу или класс на 6 групп. Каждая группа, в свою очередь, делится на литераторов и ученых, и каждой группе мы выдаем материал о 6 животных, сказки, которые встретились. То есть литераторам мы выдаем тексты, книги, в принципе, в библиотеках достаточно. На 6 групп точно мы наберем этих сказок, проблем тут не будет. А ученым мы выдаем энциклопедии и справочники, где рассказано об этих животных. Вот, например, кто такой, что такое, есть тоже в каждой библиотеке. В 3 томе у нас прекрасная информация о ящерицах. Можем, если малыши, мы можем прямо им выделить, вот прямо карандашом показать, где это, да, потому что они все тут будут читать целый урок. Вот. И получается, когда, ребята, даем время на подготовку, ну, немного, если класс 2, то можно минут 15. Малышам можно помочь. Вот. И в итоге мы, да, на 3-м этапе мы начинаем как бы, да, проводить, как бы, ну, то есть вот они изучают у нас, как бы, да, каждому обо всем. И на 3-м этапе у нас идет отчет, то есть дети выходят, ну, к доске, если это в классе происходит, или если в библиотеке, то к лектору, к ведущему. И, как бы, да, литераторы зачитывают свой кусочек о своем животном, те, кто работал с текстом Бианки.
А ученые, да, делают вывод. На самом деле, вот мы прочитали энциклопедию, научную литературу, и мы можем или подтвердить, что да, у Виталия Бианки это правда, на самом деле так животные спасаются от опасности, или нет, Виталий Бианки это придумал. Но обычно, да, подтверждает, что да, ученых, в энциклопедиях так все и написано. То есть именно таким образом животные и прячутся, именно так они спасаются, именно так они тогда по-научному мимикрируют, если это насекомые, и так далее. В принципе, если есть возможность, можно это все распечатать, да, но мы как бы на слайдах обычно показываем, что да, на самом деле, вот она, выпь, когда ученые и литераторы стоят у доски, показываем, одни читают, другие рассказывают описание выпи, вот так это и есть, на самом деле так она и прячется. Подтверждают все это, да, учеными словами из энциклопедии. Вот оно, до тряпочка, да, с иголочкой лежит на земле. Вот на вертишейка, на самом деле у нее черная полоса, она как змея, таким образом пугает. Вот она, ящерица, ну это всем известный факт, хвост, да, отвалился у ящерицы. Вот бабочки, гусеницы прячут, так на самом деле и есть. И вот он, жук-бомбардир, тоже очень интересное сведение о нем. И в итоге, да, делаем, как бы, да, итог подводим. А как вы думаете, ребята, ну, то есть, да, ничего сказочного, получается, фантастики, никакого вымысла в сказках Бианки, ну, кроме того, что животные думают и говорят, мы не видим. Как вы думаете, а что дает, как бы, да, право Виталию Бианке, ну, писать вот об этом на самом деле? И мы рассказываем его биографию, что где он родился, да, что отец у него был известный орнитолог, вот, что он с детства своих детей, сыновей приучал к природе, и братья жили буквально в музее, да, и маленький Виталий, когда ходил в музей к отцу, стоял вот за этими, да, со стеклом, смотрел на этих животных и мечтал такое слово придумать, чтобы оживить их как-то, чтобы они вернулись обратно в лес, да, что с детства отец вывозил семью в Лебяжье, ну, поскольку там он птиц перелетный был, как раз это место, где птицы собирались. Отец был орнитологом. Да, и Виталий, конечно, всегда очень много ходил по лесу, и не просто ходил и наблюдал, и любовался природой, но он всегда носил с собой тетради, и всегда делал заметки. То есть с детства это он вел, и потом, когда, конечно, когда, ну, говорим, когда все рассказываем, когда он стал взрослым человеком, ну, и так получилось, что вернулся он в Санкт-Петербург и оказался в кружке единомышленников, таких же детских писателей, то он восстановил все эти свои тетради, детские записи, дневники, и решил, что он будет рассказывать, оживлять вот для детей, да, вот этот лес, природу, населяющий этот лес, животных, которые населяют лес, и стал как бы, да, проводить многочисленные встречи с ребятами, отвечать на их вопросы. Дома у него очень много животных и птиц было. Вот. И в итоге он таким образом вот и стал детским писателем. То есть он нашел то волшебное слово, чтобы оживить животных и птиц. Вот. И как бы, да. То есть сказки, которые написаны Виталием Бианки, которые называются «Сказки для малышей», на самом деле являются не совсем сказками. То есть узнать больше на самом деле фактов о животных можно, прочитав сказки Виталия Бианки. Вот. Спасибо за внимание. Ну и напоследок хотела бы пригласить методиста второй категории Национальной детской библиотеки Худяеву Ольгу Ивановну с докладом «Успешная практика ознакомления с темой особо охраняемых природных территорий в рамках краеведческой студии». Ольга Ивановна у нас ведет студию. Да, прошу. Так, правильно я понимаю, сюда, да? Да, мы начали студию «Путешествуем по Коми, изучаем Коми» в 2022 году. В марте как раз таки будет уже 2 года, как мы ее ведем. Летом она не проводится, занятия проводятся 2 раза в месяц, то есть через неделю детки ходят. Есть основная группа, которая вот все 2 года постоянно ходят, пропускают только по уважительным причинам. И очень радует, что количество участников студии у меня увеличивается. То есть это все-таки студия такая, тема специфическая, не для каждого.
интересно может быть, потому что были дети, которые приходят на один урок, на одно занятие посидят, и, видимо, им кажется не очень интересным, на следующее на занятие не приходят. Но это естественный процесс. Остаются самые заветные детишки, с которыми, правда, очень интересно работать, потому что знаешь, что работаешь с верными тебе знатоками. Название «Путешествуем по Коми, изучаем Коми», тоже игра слов, наша республика Коми, и параллельно мы изучаем Коми язык, знакомимся с Коми языком. Как это происходит, я немножко расскажу. Мы очень даже хорошо, что мы занимаемся в зале филин, поскольку там экран есть. Наталья Витальевна, чему я очень рада, привлекает все время нашу студию к своим проектам, и благодаря ей мы поднимаем темы и экологические. Значит, направлений у нас очень много, благо наша республика большая. И в чем суть нашей студии? Мы изучаем населенные пункты с коми-язычными названиями. То есть мы раскладываем название населенного пункта по полочкам и тем самым изучаем коми-язык и знакомимся с историей этого населенного пункта. Значит, да, я нажимаю не туда, видимо. Почему-то мне не срабатывает. Куда я должна нажать? Подожди. Почему нет? Значит, немножко несколько слайдов покажу, чтобы вы имели понимание, что это за студия и чем мы занимаемся. Когда мы изучали Сыктывкар, отдельное занятие мы посвятили Эжве. Откуда это название. Понятно, что Сыктывкар более известная, да, раскладывают Сыктыв и Кар, город на Сысоле. А вот про Эжву, оказывается, мало кто даже из взрослых знает, почему так называется микрорайон. И мы знакомимся и с рекой, и с населенным пунктом. И оказывается, что Эжва это название и не только микрорайона Эжва, а это название реки Бычита. То есть дети тоже открывают для себя какие-то новые знания. Дальше тоже, когда мы изучали наш Сыктывкар, ставим вопрос Сеткыркеш и Кируль. Названия для русского слуха не очень такие понятные. И оказывается, когда мы переходим на коми, мы видим одинаковое название в этих одинаковая часть слова в этих двух названиях населенных пунктов. И когда следующий слайд я уже показывала, что Кыр – это обрыв, мы делаем вывод, что, видимо, эти населенные пункты стоят на реке, раз они связаны с этим словом. И действительно, потом по карте мы смотрим, где находятся эти населенные пункты. И с детьми мы уже переводим, и им уже название это понятно, и понятно примерное расположение населенного пункта и какая там природа, наверное. Поскольку раз в названии зашито слово «обрыв», наверное, там действительно есть обрыв у реки. Когда дальше мы уже идем, мы уже знаем какие-то слова, это не требует, скажем, перевода, потому что дети уже сами скажут, что такое «ты». Откуда такие интересные названия? Оказывается, эти названия состоят из 3 коми-слов. Разбираемся, что такое «кой», что такое «бэш». И оказывается, это слово переводится озеро с таковищем, то есть это край озера, на котором ток тетерева собирается. Пожалуйста, опять же, из названия населенного пункта мы заочно изучаем, что же происходит в этой местности и какая живность там обитает. То же самое Качаяк. Например, надо детям, так как все слова к моменту, когда мы изучали этот населенный пункт, они уже переводы знали, надо распределить картинки и получить перевод этого слова Качаяк. Давайте попробуем. Так. Город. Так. И, видимо, вершина, холм.
Да, чой, все знают, чой это слово сестра переводится, но тут мы говорим еще и о многообразии, о синонимах коми-языке. И получается, кочаяк переводится как зайчья горка в бару. Вот. И дети, когда вот сами это изучают, им это настолько интересно, потому что варианты бывают разные. Вот недавно было у нас брод слово мы изучали в Усть-Куломском районе. Забыла название села, не буду сейчас вспоминать. Там настолько интересные разные 3 или 4 варианта перевода было, и мы потом изыскиваем самый верный с детьми перевод. Родители к нам подключаются, потому что это семейная студия, на занятиях присутствуют и дети, и их родители или бабушки. Вот. Дальше, вот вы видите уже те, которые особо охраняемым природными территориями знакомы, видите местность, которая относится к этой, ну, скажем, типу местности. Это Каргард. Вот как мы перешли к Каргарту. Мы знаем уже со студийцами слово «Выльгард». Вот, и в Сытовдинском районе есть место, похожее во всех словах, это Горд. И дети уже знают, что Горд – это дом. Вот. И как мы изучали Каргард. Значит, вот показывается красивая местность, дети уже представляют примерно, потому что я стараюсь отбирать красивые фотографии. Кстати, не по всем, скажем так, населенным пунктам можно найти фотографии, но благо у нас есть масса интересных, скажем так, видеоматериалов сейчас по населенным пунктам, можно как-то так стоп-кадры, например, делать, и благодаря вот энтузиастам, которые занимаются этим, мы насыщаем свои занятия фотоматериалами. И дети уже видят, что это действительно очень красивое место. Дальше мы разбираем, почему же люди отбирают такие красивые места для жизни, скажем, да. Вот, смотрим, где это находится. Мы очень плотно работаем по картам. На каждом занятии у нас карты. Вот, видим это место. Ну и понятно, чтобы дети представление имели, что это еще и рядом где-то с этнопарком, что можно, оказывается, посетить этот Каргард в деревне Иб. Вот. И я отмечаю, что это особо охраняемая природная территория. Здесь мы снова говорим, что это такое, что особо охраняем, от кого мы охраняем природу, вот, почему мы охраняем природу. И вот дети снова свои варианты накидывают. И дальше мы уже рассказываем историю этой местности, рассказываем о стоянке древнего народа Чудь. Это, опять же, сказки, легенды очень приукрашивают наши занятия. Стараюсь про каждый район рассказать какую-то легенду или показать мультфильм. Вот вы, например, Капкирос, когда изучали, мы показывали мультфильм, созданный читателем Капкиросской библиотеки. Вот. И дальше еще и мы, оказывается, узнаем, что это местонахождение уникальных костных остатков древних организмов. Вот. И на уроках вот мы работаем с картами, и посреди стола у нас камень. Наталья Витальевна нам помогает порою. У нас есть камень с Каргарта, где есть отпечаток ракушки. И вот эти интерактивы очень оживляют наши занятия. Дети с удовольствием рассматривают, передают, удивляются. Вот. Таким образом мы познакомились вот с Каргартом, например. Вроде бы вышли через слово, вот, но перешли именно вот к той уникальной особенности этой местности, что это особо охраняемая территория. Да. Вот. Дальше у нас продолжилось знакомство. Значит, сначала мы знакомились с Сытовдинским районом, а потом плавно перешли на Сысольский район. Вот. Как мы к Сысольскому району перешли, это тоже очень интересный момент у нас получился. Значит, задаем вопрос. Это, кстати, знакомьтесь, это Качель, герой, который помогает мне проводить занятия. Это главный герой нашей студии.
Вот он нам показывает карту, которую дети ни разу еще не видели, и мы, значит, рассуждаем, что за красные пятна на нашей карте, на нашей республике. И вот у них самые разнообразные тоже варианты, почему, что это за пятна такие. И оказывается, дальше Кочель нам показывает, что это карта-схема размещения особо охраняемых природных территорий в республике Коми. И мы тут вспоминаем вот Сыктывдинский район. Мы, оказывается, ну вот точечку мы видим внизу, вот здесь. Оказывается, мы были уже в Картгарте, да, побывали здесь, и вот мы эту точечку видим, снова рассуждаем. Оказывается, еще есть особо охраняемые природные территории. И тут рядышком, за Сыктывдинским районом, видим какую-то каракатицу, червячка такого. Это в Сысольском районе, между прочим. Вот. Почему это за такая территория? Везде вроде как границы ровные, да, либо это квадратик, точка, многоугольник, а тут такая каракатица. Вот. И дети опять рассуждают и делаем вывод, вот Каргар вспомнили, да? Вот увеличивается карта, и мы видим, что, оказывается, вдоль рек могут быть вот такие особо охраняемые территории, не только в лесу, но и реки, и озера, и болота могут охраняться. И вот дальше, так, назад. Вот. Дальше мы обращаем на легенду карты. Тут заказник Визинский, не вижу, памятник природы и заказник Чухломский Кадвегар. Вот. И дальше мы уже снова переходим к слову и работаем уже со словами. Вот. И когда называешь памятник природы Копсинская, тут опять же задаешь вопрос, чему там памятник? Вот как вы думаете сами? Вот, так, кто знает, тот, который близок, давайте библиотекари, может быть, спросим, что за там такой памятник природы? Памятник. Вот мы памятник Куратову понимаем, вот Куратову памятник. Памятник Савину тоже понимаем, вот он памятник, его поставили. А памятник природы что это? Так, может быть, это вековая сосна, да? Так, еще вариант. Что это такое может быть? Пещера в Копсе, в Сысольском районе. Так. Оказывается, это памятник болоту. И вот когда дети выходят с занятия и бегут к родителям, которые, например, приехали за ним, да, и говорят, ты представляешь, чему может быть памятник, а этот памятник болоту. Вот, это так радует, когда дети удивляются, это, мне кажется, самое искреннее чувство. Вот. И опять же мы изучаем слово, разговариваем, стараемся на коми язык прийти, изучаем историю этих населенных пунктов. Вот таким образом мы занимаемся темой экологии на нашей студии. То есть через слово, через историю, через удивление, какие-то объекты интересные. И я так рада, у меня завтра студия. И здесь вот эта карта. Я уже сказала Наталье Витальевне, что мы будем первыми, кто поиграет в эту карту. Вот. А так как недавно у нас очень хорошо прошел урок по Ивану Каданеву, хочу для библиотекарей как подсказку рассказать, поскольку оказалось очень интересным. Мы получили очень хороший отзыв от преподавателей. Немножко тоже расскажу, как работать с авторами, пишущими о природе. Значит, когда идет много описания природы или описания животного, нету как такового
такого острого сюжета. Дети не особо любят читать, книги, скажем так, лежат на полке, и это немножко так это огорчает. Есть дети, которые реально любят и берут, но чаще всего они требуют какие-то интересные истории, фантазии и так далее. Вот. А как мы отработали со знакомством про Ивана Каданева, сейчас расскажу. Мы использовали принцип игры «Своя игра», назвали игру Коми Пришвин, поскольку Ивана Каданева называют Коми Пришвиным за то, что он очень много писал о природе. И когда к нам обратились учителя и сказали, у нас в школьной библиотеке нет ни одной книги Ивана Каданева, а нам нужно рассказать о творчестве, как можно за 40 минут рассказать о многолетнем творчестве одного писателя, мы нашли выход, что построить игру, где были бы 5 тем, это биография Ивана Каданева, а дальше идут темы по сборникам, то есть задания даны по сборникам. И черный ящик — это коминародные загадки о природе. Вот, у нас дети разделены на команды, и, естественно, мы знакомим с книгами, показываем книги Ивана Каданева, сборники. И, значит, дальше идет уже игра. Понятно, что первое — это биография Ивана Каданева. До игры мы знакомим с биографией, поэтому дети легко отвечают на эти вопросы. Ну, идет как повторение мать учения. И дальше в игре используются цитаты из книг, что позволяет на занятии почитать. Читают дети вопросы. Вот, например, из сборника «Пойте, птицы, пойте» было такое задание. Иван Каданев хорошо знал повадки зверей, про кого он писал. И, значит, фотография и описание животного. Потом дается время детям найти ответ. Ну и ответ «Росомаха». Обязательно указываем, в каком рассказе, и страничка в книге. Вот. Ну и по сборнику «Пойте, птицы, пойте» вот различные задания, где нужно угадать животного или, вернее, ну вот, что произошло, найти верный ответ, то есть варианты ответов даны. Вот, например, Иван Каданев признался, что знает, как бывает смел и находчив заяц. Как он в этом убедился? Варианты ответов. Заяц набросился на собаку, заяц переплыл реку, заяц сразился с рысью. Дети тоже думают, находят ответ, и верный ответ — это заяц переплыл реку перед глазами нашего писателя. Вот. Сборник «Праздник весны» тоже построены вопросы по такому принципу. Из разных рассказов из этого сборника вопросы тоже либо это отрывок, цитата и фотография животного, либо это варианты ответов, но в виде картинок, например, либо это какие-то вопросы, которые требуют знания уже самих детей, но подсказка лежит в картинке. Следующая тема – это сборник «Ош Дасан». К сожалению, перевода сказок Ивана Каданева на русский нету, поэтому нам тут в помощь знания наше коми-языка. Мы переводим, краткий перевод сказки дается на слайде, ну и вопрос. Значит, в данном случае, что сделала лиса в сказке «Хитрости хватает». Вот, дети рассуждают, находят ответ, и дальше уже дается нам подсказка, что это из сказки «Хитрости хватает». Вот, опять же, значит, так как дети сказки эти не могли бы почитать на русском языке, но у нас есть красочные картинки, которые помогут найти правильный ответ. Я говорю, что рассматривайте картинку, ответ на картинке, ищите, думайте. Вот. Ну, а черный ящик — это там, где коми-народные загадки, а народные загадки, они всегда с таким подвохом. Попробуйте отгадать сами загадку. Сам тонкий, сам длинный, а на траву сядет, и не видно его.
Вот чаще всего комар или кузнечик? Гусеница. Ответ дождик. Да, вот. И вот такие загадки. Интересно, опять же, на тему природы, поскольку Иван Каданёв сам вышел, скажем так, из коми-деревушки маленькой. Это вот на месте микрорайона Эжева была деревня Слобода, как раз-таки оттуда. Вот. Ну и игра проходит очень активно. Библиотекарям подсказка, как провести мероприятие по творчеству писателя-натуралиста. Игрой делитесь? Игрой делитесь? Пойдемте в спину, готово, да. Все, спасибо.